Мади! Мади, постой! Быстрей, Саги! Не отставай! Быстрей! Слышишь, как пахнет Джусан? Да, Мади? Давай, Саги, не отставай! Асия, милая моя, вот уже 2 месяца, как нас разлучила судьба. Но я знаю, что мы с тобой встретимся вновь. Не знаю, где ты сейчас, но я чувствую, будто ты по-прежнему здесь, рядом со мной. Пишу тебе, зная, что ты прочтешь это мое письмо. Эй, совсем стыд потеряли? Здесь же люди ходят. Другого места не нашли целоваться? Ладно, тебя оставь их. Простите. Лучше пойдем наберем домой побольше продуктов. Не беспокойся ты об этом. Такси вызовем. Если что, я сам тебя на руках доставлю вместе со всеми продуктами. Ладно, Подниму. Сила еще есть, слава Аллаху. Пошли уже. Давай еще овощей возьмем. Здесь мы уже взяли. Это все сегодня привезли? Хорошо, хорошо. Что такое? Что такое? Валидол. Сейчас, сейчас. Вот, возьми, положи под язык. Сейчас полегчает. Как? Легче? Кажется, немного отпустила. Сейчас полегчает. Как только придем домой, заварю твой любимый зеленый чай, 95-й. Не хотела ведь выходить из дома. Чувствовала, что что-то не так. Потерпи. Потерпи теперь. Алло, скорая? Зеленый базар. Да, где овощи продают? Подай-ка мою шкатулку. Зачем она тебе? Ложись-ка лучше, отдохни. Я вызвал скорую из нашей поликлиники. Скоро приедут. Отдыхай пока. Напрасно скорую вызвал. Если меня увезут, как ты здесь один останешься? Подай. Подай, пожалуйста, шкатулку. Ладно. Это те серьги, что ты подарил мне на свадьбу. А это серьги моей бабушки.
А вот это фото. Смотри. Его мне передала одна женщина лет 15 тому назад. Сказала, что это сын Саги. Что? Она приехала в Алмату из-за болезни. Кажется, она заболела раком. Я ее в дом приглашать не стала. Дала ей денег и отправила. Сразу не решилась рассказать тебе. Не знаю почему. Да и она ведь даже не была ему женой. А потом как-то и случая не было подходящего. Спросила, как сына зовут? Спросила. Кажется, Аблаем назвала. Абылай? Значит, это точно сын покойного Саги. Так ведь отца нашего звали. Почему ты не сказала? Вначале не смогла. Потом хотела, конечно, но почему-то не решилась. Не решилась. Я хотела поехать в Акмалу, найти его, потом повиниться перед тобой. Но сейчас мое состояние. Прости меня. Ладно, чего уж теперь. Я не смогла родить тебе сына. А эта женщина, хоть и незаконная жена, родила ему сына. Продолжила ваш род. Ладно, ладно. Ты найди этого мальчика. Обязательно найди. Мы вместе поедем и найдем его. Он ведь похож на нашего отца, как 2 капли воды. Вместе. Вместе поедем и найдем его. Подключили. Начали. Ввести адреналин. Адреналин. 1, Электрошок. 2, 3. Разряд еще. В осеннее окно врывается листва. Забытые давно не сказаны слова. Не прозвенит звонок, я не открою дверь, и через наш порог ты не войдешь теперь. Непройденных дорог невнятная мольба. Обидно малый срок отмерила судьба. Земной очерчен круг, но там среди небес не забывай, мой друг, что у тебя я есть. Тебе я все равно скажу свои слова. В осеннее окно врывается листва.
Отец. Может, ты с нами поживешь? И Милош обрадуется. Поездишь по Европе, погуляешь, отдохнешь. Отец. Что ты такое говоришь? Как я маму одну оставлю? Ты об этом подумала? Нет. Нет мне без нее никакого интереса. Увидеть Европу мы всю жизнь мечтали. Только где же вы с мужем были, пока мать жива была? Где вы были? Вот и наш вагон. Ассаламу алейкум, Аксакал. Ваш билет. Алейкум ассалам. Да, конечно. Вот. Все? Правильно? Правильно, проходите. Хорошо. На второй путь приезжает скорый поезд номер 21 Арсеньев, семья Алматы. Нумерация вагонов начинается с хвоста состава. Будьте осторожны, не подходите к вагону до полной остановки поезда. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, дочка, скажи дедушкам до свидания. Идем домой. Я никуда не пойду. Что, опять торопишься на свою важную работу? Внучка останется со мной. Зачем вы опять начинаете? Вы уедете, а она весь день будет плакать. Ну что, все в Астане должны жить? Я хочу жить здесь, где родился и вырос. Отец, пойми, в Астане же есть мама, Ата, Арсен. Выезжайте, а я здесь останусь. Короче, вы переедете в Астану. Отец, осенью. Места у нас хватит, слава богу. Мне 27 лет, а не хватит? Расширим. Я же сказал, я здесь останусь. Все. Дочка, идем домой. Попрощайся с дедушкой. Нет, папа, я не хочу идти. Скорее. Иди с папой, хорошо? А осенью ты привезешь папу с мамой в Астану. Идем. Ладно, отец. Не обижайся. Счастливо.
Отец! Отец, выгляни! Что? Что случилось? Вот, ты это забыл. Счастливо! До свидания. Идите. Идите, идите. Дай-ка. Восьмиплетенчатая. Красивая вещь. Это дедоблюдка. Еще до войны сделал. Отец просил привезти ему в Астану. Если бы я своих всех такой плеткой пока воспитывал, не сидел бы сейчас, сожалея. Старший вон какой. Да и младший недалеко ушел. Нашел невесту-англичанку, теперь говорит, уеду с ней в Лондон. Вот и вся моя радость, Аксакал. Ну-ну. Говоришь так, потому что есть кого бронить. А если бы не было? А у вас есть дети, Аксакал? Есть. А что отец твой? Тоже в Астане? Да. После смерти матери перевез его к себе. А вы сами? Вы бывали в Астане? Бывал. Еще при Целинограде. Тогда, значит, вы не были. Сегодняшняя Астана... Помните, в восточных сказках был такой райский город, тот, что привлекал и манил к себе людей со всего света? По-моему, этот райский город и есть наша Астана. Ты смотри. Тогда, может, и всю нашу историю надо начинать с Астаны? Нет. Я далек от такой мысли. Но ведь вся наша история, все века перенесенных невзгод, все это ведь было ради будущего. А наше будущее неразрывно связано с Астаной. Как вы думаете? Молодец. Мысли твои правильные. Ну, давай знакомиться. Болат, Мадиага. Не знаю почему. Я как никогда прежде сразу проникся к этому человеку. Мы с ним просидели за разговорами о наболевшем почти до самого утра. Он рассказал мне о себе, а я поведал ему свою историю. Вот, это младший брат Цаги. А это он? Ну как? Похож? Конечно, похож. Вот. А это сын вашего брата? Брат, а это племянник. Его назвали в честь отца. Абулай, да? Да. Нашего отца Абулаем звали. Муса был нашим Саги самым близким и верным другом. Даже братом. Он приехал к нам с Кавказа во время эвакуации. Муса, не балуйся, перестань. В их дом попала бомба, и вся его семья, кроме бабушки, погибла. А отец был на фронте. Жили они с бабушкой в нашем доме. Здесь их и отыскал потом отец Мусы, вернувшись с войны.
Это тебе не палка. Это же тузак. Давай это подставим. Дай его мне. Пусти, это мой тузак. Пусти, я его первый нашел. Нет, он мой, пусти. Пусти, говорю. Эй, вы что, умеете рыбу ловить? А меня отец учил. Он в нашей речке много щук переловил. Идемте. Научу, как ловить рыб. Пойдем. Будем ловить дузаком. Сейчас покажу. Только не шумите. Не то распугаете. Хорошо? Хорошо. Самое главное – отыскать спящую у берега щуку. Потом метра за 2 от ее носа надо тихо опустить петлю дузака и медленно ввести в сторону рыбы. Тихо. Вон она, вон, какая большая. Тихо, не кричи, сам вижу. А ну дай, я сделаю. Ты что наделал? Что? Только хотел надеть на голову, ты взял и все испортил. Вечно все портишь. Это не я. Ты сам, не ругайтесь, рыбу распугаете. Ладно, я знаю один пруд. Там рыба точно попадется. Хорошо, пошлите. Тихо. Давайте быстрее, Саги, Муса, быстрее. Куда мы идем? Тихо. Тихо. Осторожно. Я отведу вас туда, где полно рыбы. Ну-ка, тяни. Тяни. Какая большая! Это же сазан! А ну, давай! Прячьтесь! Кто-то идет! Тяжелая. Быстрее. Уходим. Сейчас. Давай, быстрее. Уходим. Мади, я весь промок. Давай передохнем, а? Никому не говорите об этом, понятно? Да. Где вы ходили столько времени? Мама, мы рыбу поймали. Рыбу? Да. Ну-ка. Видишь? Кормильцы вы мои. Какая большая, а? Отец, дети наши совсем уже большие стали. Даметкен, стой. Отец. Где поймали? Где? Мы на реку ходили. На реку? Сейчас в реке такой рыбы нет. В колхозном пруду взяли? А ну-ка, признавайтесь. Вы что, нас обманываете? Рыбу надо быстрее сварить, от греха подальше. Стой. Вы же знаете, для кого эта рыба. Ее для госпиталя выращивают, для раненых бойцов. Как вы посмели, зная об этом? Отец, мы тоже хотим есть. Думаешь, только ты?
И соседские дети. И мама, и я хочу. Унесите обратно. Мы боимся. Она уже не шевелится. Зачем ее теперь нести, а? А если детей поймают и арестуют? Накормим детей. Да и дело с концом. Нет. Открой. Если не себе, так хоть детям соседским отдай. Отнесу в госпиталь. А вы, дети, на всю жизнь запомните. Позор и бесчестие страшнее смерти. Даже если будет грозить смерть, никогда не теряйте своей чести. Отец? Отец? А ну, стойте. Садись, дочка. Он прав. Отец! Отец, прости нас! Мы больше никогда так не поступим! Отец! Кружка, ложка есть? Есть. Абдрахманов, я. Год рождения. 23-й. Проходи. Аюпов, я. Год рождения. Был бы я большой, тоже пошел бы воевать. Как же мы теперь будем жить? Не плачь. Ты должна быть примером для других. Держись, милая. Давай. Дай. А ну, живо. Урок, который преподал нам отец, мы запомнили на всю жизнь. В моей памяти он навсегда остался в гимнастерке и фуражке. Он работал при военкомате и ушел на фронт весной 43-го. Больше этого, чтобы не было. Перед тем, как уйти, отец подарил свою пилотку Саги. Через много лет я узнал, что Саги бережно хранил ее всю свою жизнь. Ты теперь за старшего в доме. Будь маме опорой. Призывники, стройся. Мы вернемся. Обязательно. Стройся. Смирно. Отец, не уходи на войну. Сынок, я вернусь живым и невредимым. Правда? Правда. Обещаю тебе, мой малыш. Не плачь. Сынок, ты же мужчина. Я же даю слово. Я вернусь. Слышишь? Я вернусь. Правда? Правда. Дамиткен, возьми ребенка. Иди сюда. Парни, по машинам. Мама, почему ты плачешь? Папа дал слово, что вернется. Береги детей, Дамиткен. До свидания. Вперед.
Саги. Что случилось? Отца видел. Он меня не слышит. Зову, а он меня даже не узнает. Ложись. Наш отец не смог сдержать данного Саги слова. Он погиб в 44-м, когда его 1078-й стрелковый полк был почти полностью истреблен в боях за Нарву. Младший лейтенант Аблай Яралин похоронен в братской могиле, которую мы с мамой и братом отыскали в 1949 году. А в 44-м похоронку принес отец Мусы, которому передали ее в нашем военкомате. Это вам военком передал. Почему через вас? И это тоже. Сарай.